Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Повышая качество жизни граждан. Будет созданы все условия и все главы муниципальных образований, населенных пунктов, все должны быть заинтересованы. Рамзан Кадыров провел совещание по социально-экономическому развитию Наурского района. Творческий вечер. Очень оригинально, необычно. Я вообще люблю, когда актеры работают с залом. Здесь очень много работы с залом было. Очень как музыкантам мне понравилось. В Грозном состоялся показ спектакля «Царь Эдип». Благородная профессия. В день я принимаю как минимум 30 человек, и каждой пациентке я стараюсь искать индивидуальный подход. О жизни и деятельности врача-онколога в нашем выпуске. В правительстве Чеченской Республики прошло расширенное совещание под руководством Рамзана Кадырова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Наурского района. По итогам дано ряд поручений ответственным лицам. В кратчайшие сроки будут решены проблемные вопросы сельскохозяйственной отрасли, строительства дополнительного жилья и благоустройства территории. О ходе встречи подробнее в сюжете Турпалали Тайсумова. Текущее состояние социально-экономического развития Наурского муниципального района и рассмотрение отдельных вопросов по его преобразованию. Такова повестка совещания главы Чеченской Республики. Развивать муниципалитеты – это одна из приоритетных задач руководства. По словам Рамзана Кадырова, для достижения цели по улучшению жизнедеятельности каждого жителя и региона в целом необходима неустанная ежедневная работа. Наурский район проделана огромная работа, направленная на решение острых социальных, экономических проблем. Вместе мы построили социальные объекты, образовательные учреждения, дороги, смогли создать лучшие условия для проживания граждан. Необходимо и дальше предлагать все наши условия для повышения благосостояния жителей района. Нужно привлекать инвестиции, создать комфортные условия для развития бизнес-идей. О состоянии развития и результатах доложил руководитель администрации Наурского муниципалитета Ризван Джванхотов. Один из главных успехов – это преобразование станицы Наурская в город. Регулярная поддержка общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова дала огромные плоды. Построена церковь для православных и мечеть для мусульман. Семьи участников специальной военной операции получили денежную поддержку на сумму около 60 миллионов рублей. На сегодняшний день количество сельхозпредприятий в районе составляет более 150. Площадь урожайности 21,7 гектар. В текущем году создано 55 рабочих мест. В плане имеются 18 инвестпроектов, которые также помогут людям трудоустроиться. Регион вышел в лидеры Северо-Кавказского федерального округа по возобновляемым источникам энергии благодаря построенным солнечным электростанциям. В населенных пунктах возводятся 2 школы, 2 дома культуры, а также воинская часть Министерства обороны страны. Всего здесь проживают граждане 26 наций. От лица всех жителей района и от себя лично выражаю огромную благодарность руководителю регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазат Обалдойсона, Аймане Несиине Кадыровой и вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы сделали для Наурского района и его жителей. До 2021-2024 года реализовано 10 инвестиционных проектов на общий объем инвестиций 538 миллионов рублей. И создано 55 рабочих мест. На стадии реализации находится 18 проектов на общую сумму 103,8 миллионов рублей с созданием 74 постоянных и 9 временных рабочих мест. Благодаря вам, Рамзан Ахматович, на федеральном уровне был поддержан и реализован инвестиционный проект строительства солнечных электростанций мощностью 5 мегаватт-час, объемом инвестиций более 500 миллионов рублей. Данный проект не только увеличил энергетические мощности, но и вывел республику в лидеры по внедрению экологически чистой возобновляемой энергетики. Введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс село Новотерское общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Построены 2 спортивные площадки в станице Николаевская и село Ульяновское, рассчитаны на 100 пользователей одновременно. Проведен капитальный ремонт 4 общеобразовательных учреждений. В городе Наурском завершено строительство и проведена реконструкция 2 очистных сооружений канализационных
объемом 1 миллион 168 тысяч 992 кубических метров в час пропускаемой способностью. Реконструировано 20 километров и проведен ремонт 85,4 километров автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. План дегазификации перевыполнен 2 раза. Рамзан Ахмадович, в 2021-2024 годах в рамках реализации программы обеспечения жильем молодых семей предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья 76 молодым семьям. Здесь проживают и трудятся жители нашей республики 26 национальностей, разного вероисповедания. Ваша политика на сохранение вековых обычаев и традиций предков, сохранение культуры всех народов дает прекрасные плоды. Регулярно проводятся национальные праздничные мероприятия. Некоторые из них Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации выведены уже на уровень Северокавказского федерального округа. Так, состоявшийся 20 июля и ставший традиционным ежегодным праздник День наурской казачки посетили более 800 гостей. Это только малая часть проделанной работы. В целом, в субъекте все успехи еще впереди. Открытия идут одно за другим. Дальше станет больше и намного лучше. В первую очередь для жителей, подчеркивает Рамзан Кадыров. Главы районов и сельских поселений должны быть бдительными, прислушиваться к пожеланиям людей. А лучше ехать в командировки и искать примеры в других регионах России, если есть хорошие. В республике по всем направлениям есть позитивное развитие. Это все начало, сделано самый трудный шаг, можно сказать, мы выходим из котлована. Дальше легче, будет строиться, и видно будет то, чего мы строим, это будет радовать глаз населения, будет созданы все, условия, и все главы муниципальных образований, населенных пунктов, все должны быть заинтересованы. Чем больше привлекать инвестиции, киоски, на рабочие метки есть, самым отдиком есть, мы все, как будто от него независимы. Он хозяин, он хозяин этого села, этого района, он Цукаби еще, как глава семьи, он должен обеспечить все село, все должны выезжать, смотреть, как проживают другие регионы, как благоустроен, как устроена система регионах, хороших регионах, что выделять отъезд и после этого показать себя, после этого он должен расти вплоть до того, что стать главой республики. Он должен быть хорошим менеджером, хорошим руководителем, хозяйственником. У любого человека сегодня есть возможность занять любую должность и трудиться во благо нашего народа, республики, Наурский район. Мы начали, как я сказал, хороший темп задали, и дальше будем продолжать. Говоря о проблемных вопросах, руководитель Наурского района рассказал политику о фитомелиорации. Это процесс культивирования и поддержки плодородных участков. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики поддерживает программу. И Ризван Джанхотов пожелал продлить срок участия муниципалитета в ней. Рамзан Кадыров поручил разобраться в этом вопросе, подготовить все необходимые документы, доведя до федеральных коллег. Еще одной поддержкой нуждается сам город Наурская. Это программа переселения. В рамках нее жилье уже получили десятки семей, но необходимо расширить список домов для расселения. И это просьба решена сразу по поручению руководителя субъекта. Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики реализуется ряд мероприятий по программе «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного значения и развитие мелиоративной системы». Данная программа действует до 30 года. Принимая во внимание всю важность этого вопроса, хотел бы попросить рассмотреть возможность продления программы данной до 35 года, Рамзан Ахматович. Месяц, а вас вы заместитель, хующий, моющий положение. Лерме мягко до 30-го года программ, до 35-го года продлить предварительно просьбинер мензергозя. Принц айл поручение тихо это улухой. Я еще кият, я да ханг телефон твой ещелах, телефон твой ещек, муслими алади, связи валалда, хажаж, продлить. Я ездил чек царит, до конца полный, около чек даллас, и хлиш хлер, хай, чтобы довести до руководства федерального центра, решение принять. Я
استعباب بيشغل مسلم خايتام كده. Хотелось бы попросить рассмотреть возможность включения программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики на 25-30 года для последующего расселения в приоритетном порядке особо остро нуждающихся, проживающих на территории города Наурская. إذا دون عجلة ده مسلم دون يعيد عجلة программе дастан. Рамзан Ахматович Кадыров достался довольным докладом. Также он сам подтвердил о развитии социально-экономического роста нашего района. Те вопросы, которые были нами заданы в период совещания, уже были даны поручения и решены, можно сказать, уже в зале, совещательном зале. С докладчиками выступили главы сельских поселений. Руководитель Алпатовского Умал Тхалуев выразил признательность за оказанную поддержку во многих проблемах. Пользуясь случаем, озвучил просьбу жителей о благоустройстве территории местного медресе, которая строится и скоро откроется. А глава поселения станицы Калиновская Зарина Турпалханова попросила об укладке новых пешеходных тротуаров вдоль возведенной школы и Дома культуры. И эта задача поручена для решения здесь же. Ахмед Хулаев, представляющий город Наурская, рассказал об еще одном строящемся медресе. По просьбе жителей он передал главе предложение о том, чтобы назвать религиозное учреждение именем брата Рамзана Кадырова Зелимхана, по воле Всевышнего, ушедшего в праведный мир. باخر خوشيق ان وشي شو تعديخ دي عليه عمل حاجه دالغاز وتقوبل دول تنصرف ليجانا لابشيسنا فوندو نور شو عيشه حجري قبعه ديشر خوش تاق حجره دالغاز وتقوبل دول شوشي زينم خيت صرخ يت ديخر دو قوخ ده سولدو خاص ديخر دو داستان او تعبو چا دگادل نين دگادل دونه على الخطاتن ديخر قولو حاج جوابردو مگردوی دان. مگردو ریسل. خطیز دستان ده خود چاچی کن تو تون وقول دان. على الحجاج دان جوابردان داد. تیاقی دان متا دان استیلا نخر بود و بز نخر بود داشتن. دانا هند دگاه تقیت دگاه هم سالیت دانه. سایشتا دوستان هم شنا آوردان. دیکش آور یو استیاق عصد دو مگردوی. Yurt решение у нас алак. Yurt решение, да, кое решение, да, резолда. Да, диканс бекам бол, да, мокшмаш, лилойла, Ахмад сила Аллаху Акбар. Национальный лидер также поговорил с начальником полиции Наурского района Шервани Эдельгериевым. По словам Рамзана Кадырова, этот человек был рядом с первым президентом Чеченской Республики, героем России. Уги холчена дон, уги цауле дон, Ахмед Аджуал цвачена дон, уги уле дагветтен дон, شيدير ساد قواشدانه دين عبوسادانه وقري خلج متي حلق شادان شو يقشدانه مصر متي دان بيسن سخلت امش بيش سادت دان عمد على الريشدانه حوي انها واسوشوان دان دا دوقوا اول دان Наурский район, начальник полиции, там, повесили район, далее был, да, докладывал, да, массу ученых, да. Встречу Рамзан Кадыров завершил на взаимном пожелании успехов в дальнейшей работе, чтобы встретиться вновь и заслушать очередные успехи района во благо всего региона. Турпал Али Тайсумов, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев и Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Ведущие специалисты СКФО обсудили ключевые проблемы лечения онкологических заболеваний в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. Рабочее совещание инициировал председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Собравшиеся обсудили перспективы реализацию программы борьбы с онкозаболеваниями, которая работает с 2019 года, в том числе и в Чеченской Республике. Основное внимание уделялось вопросам раннего выявления рака, лечению пациентов и лекарственной терапии. В Чеченской Республике, благодаря личному вниманию руководителя республики, очень большое внимание уделяется такой персонализированной медицине, здоровью людям. Он сам объезжает больницы. Я много раз видел, как это происходит, и на телевизионных сюжетах, и мои друзья-коллеги, хирурги здесь работают, говорят о том, что персонально, душевно воспринимает ситуацию с медициной, и поэтому мы сегодня здесь в рамках такого парламентского, назовите контроля, назовите дружбы, назовите это помощи, оценить результаты работы Южного федерального округа и Чеченской Республики в том числе. В завершении собравшиеся озвучили первоочередные вопросы и проблемы. Стоит отметить, что Чеченская Республика сделала очень большой шаг повышения качества оказания медпомощи онкобольным. На сегодняшний день
В общем-то, те направления, которые за эти 5 лет по всем 4 целевым показателям удалось достичь. Это раннее выявление на 1-2 стадии, это одногодичная летальность, это 5-летняя выживаемость, это диспансеризация пациентов онкологической группы. Все эти показатели, начиная с 2019 года, у нас достигаются, и на сегодняшний день, за полгода 2024 года, тоже они, в общем-то, достигнуты. Но, тем не менее, проблемы у нас остаются, и совершенствование лечебного процесса лучевой терапии нам нужно дооснастить. Я думаю, что будет включена программа 25-30 годы, значит, дооснастить лучевым ускорителем. Потом эффективность лечения и 5-летняя выживаемость зависит от проведения современных новых методов и лекарств таргетной и иммунной терапии. Здесь тоже нужно пересмотреть, проанализировать дополнительные средства. Но, естественно, кадровые вопросы, которые мы следим, ежегодно у нас университет выпускает специалистов. Профессия онколога является одной из самых актуальных медицинских специализаций на сегодняшний день и во все времена. Эта профессия требует широкого спектра знаний и навыков, поэтому подойдет далеко не каждому, так как такому врачу доверена судьба человека и его сила спасти жизнь уже отчаявшимся людям. В нашем сюжете мы расскажем об одной из представительниц этой благородной профессии Разите Тайсумовой, посвятившей себя благородному делу спасению жизни. Дедиктор, вы первый раз у нас на приеме? Да. На учете не состоите у нас, Нет. да? Жалобы какие у вас? На что вы жалуетесь? Боли есть у вас? Рабочий день онколога-маммолога начинается с 9 утра. Разите Тайсумовой всегда нравилось помогать людям. Еще в детстве она мечтала стать врачом, чтобы облегчать страдания и дарить надежду. И вот спустя годы обучения и упорного труда она стала врачом, который борется за самое ценное – женское здоровье. Свой рабочий день я начинаю с правильного настроя. Во-первых, все свои невзгоды, все свои какие-то личные проблемы, все это я оставляю за воротами онкологического диспансера и начинаю вести свой прием. В день я принимаю как минимум 30 человек, и каждой пациентке я стараюсь искать индивидуальный подход. Ведь врач своего рода, он еще и психолог, он должен расположить к себе больного. А без совместной борьбы с болезнью врача и пациента преодолеть этот недуг невозможно. Профессиональный путь Разиты начался с поступления в Ростовский государственный медицинский университет. В 2009 году проходила ординатуру на базе Ростовского онкологического научно-исследовательского института. А затем девушка вернулась на родину и с 2011 года начала врачебную деятельность в Республиканском онкологическом диспансере. За 14 лет работы в медучреждении женщина сталкивалась с самыми разными и порой даже необычными ситуациями. В 2013 году к нам обратилась женщина с жалобами на образование и выявили рак 3-й стадии. Мы ее начали лечить, она провела спецлечение, все было у нее хорошо, но на какое-то время она выпала из поля зрения. Дальше на телефонные звонки она не отвечала, на прием не приходила. И через год где-то она приходит ко мне на прием с жалобами на высыпание предплечья. И призналась в том, что по советам соседей, родственников она прикладывала какие-то разные травы, мази и лечила это все. Но результата не добилась, естественно, а наоборот эти высыпания стали агрессивными, более яркими и давали рост быстрый. Я ее осматриваю, там типичная наша картина. Делаю сразу срочно трепан-биопсию пораженного участка, и там подтверждается наш процесс. Получили морфологическую верификацию, там уже метастаз от первичной опухоли. И по сей день пациентка очень хорошо живет, она на поддерживающей таргетной терапии. Самое главное в работе – желание расти в этой сфере и помогать людям в любое время суток. Иначе ничего не получится, делится Разита. За такую безусловную любовь к своему делу пациенты ее и любят. Добрый взгляд и индивидуальный подход к каждому. Она помогает поверить женщинам в то, что рак излечим. Главное – вовремя обратиться к специалистам. Больные на протяжении многих лет доверяют именно ей. Зарган Мадирсултанова стоит на учете у Разиты с 2021 года. Tunç o dikluarıyor. Delayo. Sonra primer yok koyu sem kaçız.
Она меня уважает очень хорошо, и я ее уважаю. Очень доброжелательная, все время улыбающая, очень хорошая. Ну, что говорю. Особо теплыми словами об Розите отзываются ее коллеги. За все время работы они стали одной семьей. Инициативность и решительность. Благодаря этим качествам она завоевала сердца своих знакомых. Период 13 года – это большой промежуток времени, и за это время совместной работы можно только квалифицировать только положительную сторону, как врача, как специалиста, как прекрасного человека, интуитивного, грамотного и, в общем-то, человека, который сопереживает, очень внимательно к пациентам. А врач никогда не останавливается на достигнутом и каждый раз старается совершенствоваться в своих навыках. Мать, подруга, сестра. Женщина умело сочетает свою карьеру и личную жизнь. На выходные она вместе с семьей ездит в родовое село Элистанджи. Свежий горный воздух и родные места отвлекают от городской суеты. Будучи матерью 4 детей, она находит время для каждого из них. Ребята знают, что могут рассчитывать на нее в любой ситуации. Наша мама работает врачом, она очень хорошая, относится к работе очень серьезно. Мы ее уважаем, ценим, любим. Розита также является замечательной хозяйкой. Она с любовью готовит для своей семьи, создавая не только вкусные, но и полезные блюда. Ее дом – это место, где собирается вся семья. Здесь царит атмосфера тепла и уюта. В такие дни у Розиты собирается семья и знакомые. Каждому она уделяет должное внимание. Среди них также есть те, кому женщина помогла вылечить недуг. جاين ده هما ده تسليتشيني خير ليتشيني يري أسئلة يقول إيش زغرنيتي داعي خير ترسو زغرنيتي خد سيوش قزع سن تقع سن قزع ليتشيني يو تاعهم سجت يوش تات إيش تقولي تشين نزناتي تينا غيمش يولير صدق دقو قاسيت ما الله تي خنت ما قاتشني حسود تيج خنا يولر تليفون توغي حيول حقنيو حيخن دع سيالوش تيول أوليس مسو وزيخ سو تشيقيا قيت تشيقيا قوتي برابيركا يويا اشتحت يا أو تشليلو شوقو يا تحريش ياتر قينيو الله تصباح يورتر يو الله تصباح رزيت يا تحريش ياتر دي دريس خلقن بسين ديل دا شامل يلوك ديل جو خلقن بسين ديل لوري الله حق شابوغ بش الله حق تاجو أدمل لقنغا أدمل ما يقرع يوشيك سوازي يالرت عقولك حجرت حدوق يترت Несмотря на свою загруженность, Розита проявляет невероятную организованность. Женщина считает, быть врачом и мамой возможно, если правильно распределять время. Если честно, я и строгая мама дома. Я их приучила к тому, что нужно соблюдать чистоту, порядок в доме. И девочки мои в основном помогают мне в этом. И совмещать, конечно, бывает трудно, но я справляюсь. Конечно, есть секреты. Опять-таки, это моя семья, которая меня поддерживает, которая меня уважает, любит меня. Мои пациенты, которые относятся ко мне с доверием, с уважением, с любовью. Я смело могу сказать, что наши женщины самые мудрые, самые мужественные и духом сильные женщины. Вот когда я их извещаю о диагнозе, то они стойко принимают этот диагноз как милость, как подарок от Аллаха. В преддверии праздника Дня чеченской женщины я от всего сердца поздравляю наших женщин, желаю самое главное – это здоровье. Если будет здоровье, то и остальное тоже будет все. Семейного благополучия, тепла, любви. Благодаря таким квалифицированным и любящим свою работу специалистам медицина в регионе развивается еще эффективнее. Жизнь Розиты Тайсумовой – замечательный пример того, как можно успешно совмещать работу и семью. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова продолжает масштабную благотворительную акцию. Во всех муниципалитетах состоялась раздача гуманитарной продукции. Это замороженное мясо, птицы и хлеб. На каждую нуждающуюся семью выдавалось по одному пакету с едой. Волонтеры доставляли ее до самого порога дома или квартиры, чтобы малоимущие люди не оставались без внимания. А поскольку акция регулярна, то жители не испытывают больших жизненных трудностей. وينتهي كنا نزدين وشلو يزكان وينتهينا وخلق له أقدري ويزور شلو ويمر عليه الصلاة والسلام محمد دنيا نشوال بوت بوال إدين وشلوش
داقة اتحقها وميخ داني وشول أيماني حاجسة وميخ دا وشولو رمزان حاجسة وكوشلو الكواش دا إيش ونقش مفقع مصنحا كواش نشكا دا إتنساعدو دا القبل دويل تيريساعدو. Театральное объединение Республики Адыгея в рамках Всероссийского фестиваля «Федерация» представил спектакль «Царь Эдип». Это классическая греческая трагедия Софокла, которая производит неизгладимое впечатление. Как приняли постановку зрители, расскажет моя коллега Медина Мударова. От героев афинского драматурга Софокла нас отделяют почти 2500 лет. Однако такие темы, как честь, свобода, предопределенность судьбы остаются вечными. Адыгейские актеры постарались приблизить эпоху античности к современному зрителю и интерпретировать историю уже с кавказскими мотивами. Константин Мишин, режиссер спектакля, под его руководством актеры театрального объединения Республики Адыгея на сцене Чеченского драматического театра попытались оживить одну из 7 дошедших до нас трагедий Софокла – «Царь Эдип». Еще Аристотель признавал ее идеалом трагического произведения. Главной темой является загадка. Загадка, которая стоит за человеком. То есть, кажется, вот в сегодняшний день, в сегодняшнем мире мы все узнали, заглянули в каждый уголок Земли, даже в космос слетаем. А что такое человек, что такое сознание, что такое тайна, да, которая стоит за человеком, мы до сих пор так и не знаем. С одной стороны, история очень противоречивая, очень острая, но через нее раскрывается нечто, что невозможно раскрыть, скажем так, лозунгом, невозможно раскрыть какими-то простыми словами. Главный герой Эдип предпринял все усилия, чтобы изменить предписанную судьбу, но неосознанно шел к ней. Осознав свою вину, он сам себя и наказал, лишив власти, благополучия и здоровья. Герой стремился обрести искупление через страдания. В нашем репертуаре не хватало мировой классики, именно мировой классики, а перевод на адыгский язык очень давно, причем уже был сделанный, он лежал у нас в архиве, и мы остановились. Было несколько вариантов, но мы решили именно на этой классике остановиться, и «Царя Эдипа» на адыгском языке мы в 2023 году поставили. Ждем, что зритель поймет то, о чем мы хотим сказать, что человек должен жить определенно чисто, и вызов, который себе сделал Эдип, именно вызов, который себе сделал Эдип, что судьбу, которую тебе предначертано, что его не избежать, что невозможно противостоять Всевышнему. С первых минут зрителей увлекают аудиовизуальные эффекты, декорации и эстетика спектакля. Немаловажно судьбы героев, развивающиеся в трагедии. Очень оригинально, необычно. Я вообще люблю, когда актеры работают с залом. Здесь очень много работы с залом было. Очень как музыкантам мне понравилось музыкальное сопровождение. Поразили эмоции, которые нам демонстрировали артисты. Полная вовлеченность зала в игру актеров. Мы сопереживаем вместе с артистами тем событиям, которые выпали на долю главных героев. Бесподобная игра. Диалоги в постановке на адыгейском языке с синхронным переводом на русский. Однако сюжет здесь понятен и без слов. Игра актеров передавала весь спектр эмоций великой античной трагедии. Творческий вечер продолжился в Театре юного зрителя клубным вечером, таким симбиозом посиделки и тематическим мини-концертом, где все желающие из разных регионов делились своим творчеством. Что наброски в каждом человеке, учитель продолжает со своем ученике. Медина Мударова, Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В столичном аэропорту представители Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, а также руководители региональных СМИ встретили гостей из Челябинской области, которые примут участие во Всероссийском форуме «Женские инициативы. Время действовать». Стоит отметить, что мероприятие проводится по инициативе первого заместителя руководителя администрации главы правительства Чеченской Республики министра Хадижи Кадыровой. Форум пройдет в регионе с 11 по 13 сентября. За это время будут организованы различные лекции, тематические площадки и секции. Ожидается участие высоких гостей.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.